Уважаемые друзья, товарищи, дорогие участники сегодняшнего мероприятия. Прежде всего, выражаю глубокую благодарность руководству Республики Айсену Сергеевичу, Алексею Ильичу, Ольге Валерьевне, Антонине Афанасьевне и членам комиссии за столь высокое внимание к моему юбилею, да еще в таких трудных условиях пандемии. Да, действительно, прожито немало, 85 лет, а трудовая деятельность длилась свыше 60 лет. Я воспринимаю сегодняшнее мероприятие не только как чествование юбилея одного человека, а как свидетель, показатель живой связи и как передача жизненного опыта старшего поколения к молодым. Выражаю искреннюю благодарность выступившим моим дорогим друзьям, товарищам за добрые слова и искренние пожелания. Спасибо им большое. Поэт Леонид Дербенев в одном из своих стихотворений сказал: «Есть только миг между прошлым и будущим, и только он называется жизнь». Прекрасно сказано, но можно только добавить, что жизнь человеку дарит родители. Я бесконечно благодарен своим родителям и преклоняюсь перед светлой памятью моих родителей. Они смогли меня и моих братьев в исключительно трудные годы войны и послевоенные голодные годы вырастить и поставить нас на ноги. Уже прожито, я уже говорил, 85 лет, и детство незабываемо, и поэтому мне даже сегодня в таком возрасте кажется, что совсем недавно меня качала мать на своих руках. Оставшиеся в памяти эпизоды иногда вызывают приятную тоску по молодости. Школьные годы для меня открыли дверь в будущее. Как и все школьники, я хотел стать таким же грамотным, умным, и как наши любимые учителя. Прошел, как и все, годы становления личности в комсомоле. Вновь и вновь хочу сегодня сказать, что комсомол для многих из нашего поколения был настоящей школой возмужания. Первый опыт и серьезную закалку для дальнейшей деятельности я получил, работая первым секретарем Сунтарского и Орджоникидзевского райкома в комсомоле в далеком начале 60-х годов. После окончания Хабаровской высшей партийной школы мне было доверено руководить развитием нескольких районов: Бабыйского, Сунтарского, Верхоневрюйского, Алекинского. Для развития этих районов задумок и планов было много. Я благодарен своим коллективам, активно и плодотворно проработавшим со мной для реализации этих планов. Помню, как с чувством волнения я начал работать в новой структуре управления аграрным сектором, первым заместителем председателя Госагропрома, министром сельского хозяйства и членом правительства. И это были достаточно ответственные годы совершенствования структуры управления агропромышленным комплексом и реализации продовольственной программы. С большим уважением и благодарностью вспоминаю о своих крупных руководителях, очень одаренных, способных: Гаврила Ильича Чиряева, Юрия Николаевича Прокопьева, Ивана Ивановича Петрова, Сергея Николаевича Маркина, Александру Яковлевича Овчинникову, Евдокию Николаевну Горохову. Время шло. В стране политическая ситуация изменилась. Пока мы работали более-менее спокойно, в Москве началась перестройка. Скоро она докатилась и до нас. Впервые на альтернативной основе я был избран депутатом Верховного Совета СССР. Когда на карте была поставлена судьба близких, сограждан всего народа, приходилось выбирать между партийным долгом и гражданской ответственностью. Это было так на самом деле, действительно. Партия постепенно сдавала свои позиции. После аннулирования 6-й статьи Конституции СССР начался процесс разделения функций, отторжения партии от государства. При сложившейся ситуации большинство граждан России
и партийцы сделали свой выбор. Борьба за судьбу своего народа, за перемены и за демократию. Таким образом, судьба определила мое активное участие за вывод республики из глубокого экономического кризиса, за жизнь народа от страданий и нищеты. И поэтому значительный период моей жизнедеятельности совпал с переходом с одной общественно-политической системы в другую, который прошел в очень трудных условиях политического и экономического кризиса. В высоты сегодняшнего дня я благодарен судьбе, что в те трудные годы я работал в команде Михаила Ефимовича Николаева, выполнял ответственную функцию руководителя правительства и Верховного Совета 12-го созыва, постоянного представителя республики при президенте Российской Федерации. Большое видится издалека. И сегодня я со всей определенностью могу заявить, что, к счастью якутян, Михаилу Ефимовичу Николаеву выпала доля быть лидером республики в период политических потрясений и преобразований. Могу со всей ответственностью сегодня сказать, что Михаил Ефимович Николаев является созидателем новой демократической Якутии с правовым обществом, государством. Как вы знаете, в 90-м году для выхода республики из тяжелейшей ситуации Верховный Совет 12-го созыва без колебаний взял быка за рога. Принял Декларацию о государственном суверенитете в составе Российской Федерации, также принял основополагающие законы, обеспечивающие самостоятельное финансирование социально-экономического развития. Принял новую конституцию. Республика перешла на демократический путь развития с правовой государственностью и гражданским обществом. И благодаря этому, в результате умелых и решительных действий председателя Верховного Совета, а затем первого президента, товарища Николаева, в течение 10 лет не только вышла наша республика из глубокого экономического кризиса, но шагнула вперед. Этого отрицать нельзя. Называю только две цифры. Если в 1989 году наша республика по социальной защищенности и материальному благосостоянию населения занимали 79 место по Российской Федерации, а в 1901 году по этим показателям наша республика вышла на 10 место. И это, товарищи, действительные статистические данные. Одним словом, именно 90-е годы был заложен прочный фундамент сегодняшнего развития республики. К сожалению, научно обоснованной современной истории нашей республики еще нет. По этой причине то тут, то там появляются намеренные искажения сокровенной новой истории нашей республики. Наконец-то с удовлетворением ознакомился с серьезным научно обоснованным трудом известного юриста-ученого Валерия Тимофеевича Филиппова о законодательной деятельности Верховного Совета 12-го созыва. И, пользуясь случаем, от имени депутатов того созыва благодарю Валерия Тимофеевича за благородный поступок правдиво освещать непростую историю современной Якутии. С чувством удовлетворения и с чувством сожаления вспоминаю годы работы руководителем Саханефтегаза. Коллектив был очень высококвалифицированный. Работали маститые нефтяники, такие как Гребенкин Тихон Яковлевич, Матвей Владимир Дмитрий Данилович и многие другие. Работать было интересно, и мы очень многого добились. Но сегодня об этом, конечно, рассказать это время надо истратить. Печальным событием было отказ Ильтемена второго созыва поддержать освоение Талаканского месторождения после выигрыша крупного и серьезного конкурса. А верхняя палата Ильтемена, надо заметить, то есть нижняя палата верхнего Ильтемена, значит, на 100% поддержали этот проект постановления. Но эта тема
тоже довольно обширный, отдельного разговора. Поэтому я очень коротко остановлюсь на то, что на ту сессию по приглашению руководства республики присутствовал и выступил один из корифеев ученых нефтегазовой отрасли, академик Российской академии наук Алексей Эмильевич Конторович. Я приведу отрывок из этого выступления на сессии Ильтимена, который обсуждал проблему Талакана. Вот такие слова. Сегодня вы должны вернуть истраченные на поиск и разведки нефти деньги. Цена $500 миллионов за получение лицензии за Талакан, о которой пишут многие, фантастически минимальная. Компания «Саханефтегаз», предложив $500 миллионов, сделала доброе дело. Она показала России, как нужно уважать труд геологов и других трудящихся, как надо ценить наши недра. Я могу простым расчетом доказать перед вами, что цена эта минимальная. Уважаемые депутаты, вы не имеете права на ошибку. Прошу сделать правильный выбор, поддержать предложение президента и правительства. Это правильный ваш шаг обеспечит ускорение нефтегазовой промышленности в республике и вашему быстрому развитию, так как он обеспечит выход России на очень выгодный азиатско-тихоокеанский энергетический рынок. Заранее спасибо за мудрость и патриотизм. На этом закончил свое выступление товарищ Конторович. Вот его слова. Но, увы, мы по итогам голосования проиграли, 2 голоса не хватило. А знаменитый ученый Конторович разочарованно покачал головой и с унылым видом покинул зал. Вот такой итог был обсуждения этого важнейшего вопроса для развития республики на сессию 2-го созыва Государственного собрания Ильтимена. Кстати, Министерство природных ресурсов назначили 2-й конкурс по Талакан, где начальную цену конкурса, внимание, слушайте, пожалуйста, обозначили $900 миллионов. Это Министерство природных, там специалисты сидят. Правильно, наверное, они, начальную цифру обозначили на такую сумму, на крупную. Как вы знаете, этот конкурс заинтересовал многих крупных зарубежных компаний. А наши заинтересованные компании и личности обладать этим жирным природным куском пошли другим путем. Отменили конкурс, применяя способ махинации, передали без конкурса Сургутнефтегазу. Такова печальная история. Чувство неудовлетворенности потерей Талакана, следовательно, потерей 2-го крыла экономического роста республики, иногда трогает меня до сегодняшнего дня. Но я думаю, что историки в последующем периоде разберутся и дадут соответствующие выводы. Одним из самых интересных этапов своей трудовой деятельности я считаю год работы в коллективе «Алмаза Навара» под руководством Матвея Николаевича Евсеева. Он за каких-то 15 лет от маленького отряда единомышленников вывел «Алмаза Навара» до крупнейшего в мире предприятия по добыче рассыпанных алмазов. Это, конечно, головокружительный успех. Матвей Николаевич Евсеев – настоящий лидер со стратегическим мышлением, с организаторскими способностями. Он на деле доказал знаменитый лозунг «Кадры решают все». Нам надо беречь таких кадров и максимально использовать естественный дар таких кадров. Как вы знаете, семья – это основа общества. Крепкая семья создает сплоченность, стабильность общества. Роль семьи для нас огромный, мы об этом все хорошо знаем. Когда я учился в Хабаровской высшей партийной школе, я встретил ранее знакомую Татьяну Савинову. Она в то время, когда мы познакомились, работала 2-м секретарем Татинского райкома ВЛКСМ. Мы полюбили друг друга, поженились. С тех пор прошло 57 лет. Спокойная, с сильным характером, мудрая, является моим крепким тылом.
Август 1984 года принес в нашу семью огромное горе. Из рук юнца с бандитским характером погиб наш сын Саза. Мы с матерью возлагали на него большие надежды. Не утихает горечь утраты до сегодняшнего дня. Но это дело, наверное, все родители понимают. Дочь Людмила – наша радость и надежда. Зять Николай – наша опора. Они уже ветераны труда. Внук Александр – специалист с высшим образованием. Внучка Таня учится в школе. Они продолжатели нашего рода. У меня и сегодня много друзей. Это меня окрыляет, дает силу для продолжения жизни. И в конце я хотел бы подчеркнуть, что в демократическом обществе должна быть связь времен и поколений в виде продолжения традиций, углубления, расширения достигнутых рубежей в экономике, социальной защите населения и в других областях жизнедеятельности. Нам, якутянам, повезло, что президенты Штуров и Борисов в свое время работали в команде первого президента Михаила Ильича Николая, являются единомышленниками, истинными патриотами республики. Единомышленникам, я повторяю. Конечно, времена работы президента были разные, методы работы, способы решения вопросов не одинаковые, но бесспорно они внесли свой достойный вклад в развитие республики. Я не разделяю, а наоборот осуждаю мнение тех политиков, в кавычках, и журналистов, которые против воли самих же бывших президентов хотят устроить нездоровое соперничество между ними. Это в основном ведется в социальных сетях. Кто в социальные сети заходит, смотрит, то это видит. Вот прошло уже 3 года, как приступил к обязанностям Арсений Сергеевич Николаев, наш Илдархан. Мы на деле видим высокий уровень руководства республикой уже в новых условиях. Его самые лучшие качества высокого профессионала и работоспособного руководителя проявились в этом году, когда все лето властвовала невиданная засуха, повлекшая ранее невообразимые по масштабам лесные пожары. Все эти природные катаклизмы вовремя были преодолены. Внедряется технологический прорыв во многих сферах народного хозяйства. Конечно, нам, ветеранам госслужбы, жаль, что начиная с середины 2000-х годов в стране постепенно властвует централизм, который ущемляет ранее достигнутые рубежи федерализма, а также полномочия регионов страны. И это усложняет работу наших руководителей. Это безусловно. Президент страны Владимир Владимирович Путин в прошлом году в одном из выступлений заявил о необходимости вернуть и расширить полномочия регионов. И это очень было радостно воспринято нами. Хотелось бы руководителям республики пожелать твердо отстаивать достигнутые рубежи демократической республики в составе Великой Российской Федерации, руководствоваться девизом «Сильные регионы, сильная Россия». Мы видим и поддерживаем нашего Илдархана Айсена Сергеевича. Жизнь продолжается, эстафета руководства республики в надежных руках. Мы должны помнить, что сила народа в сплоченности. Спасибо всем вам, желаю вам здоровья, успехов в делах. Спасибо.